دوبياب دايم لوري تخيسيت خبقشن دايم دهلات تد ديش تدات دهلات تدسيت تخيموك تخيقم تخدق ديزجد موك تدات سندوازو خادج بقشن دهلاتش واخر دلت ويتحن خد ويدياخي لوريج ويدياخي تأيه ويتحند تأجد نجحوي تن بال حد قايشي ويقيرم بين دهل وقتده ويدوزو بيانر ديحكي واقش إيج ويتحقم ده ويدياخي تأيه ويتأجد Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые гости. А наше мероприятие открыла солистка Центра кино, театра и креативных индустрий Мадина Мужахоева. Дорогие земляки, мы рады приветствовать вас на презентации книги Михаила Сафарбековича Гуцериева «Две жизни». «Шивахар» в переводе на ингушский язык Эсет Ахметовны Газдиевой. Эта книга не была отдельным проектом, тем более не была заказным проектом, поскольку мне никто не заказывал переводить эти стихи. Так получилось, что некоторое время я занималась юридическими переводами и изучала теорию перевода. И у меня вошло в привычку любые тексты, которые я читаю, переводить внутренним голосом на ингушский язык. И это у меня вошло в привычку. Я увлеклась поэтическими произведениями русских классиков и переводила их. И на отдельную тему у меня есть целый цикл стихотворений, которые я храню в файле под названием «Ислам в творчестве русских и зарубежных классиков».
И вот с тех пор, как я познакомилась с замечательным творчеством Михаила Сафарбековича Гуцериева, я стала переводить и его стихи. Несмотря на то, что стихи Гуцериева очень легко ложатся на ингушский язык, у него очень богатый лексикон, я сталкивалась с трудностями в переводе не в том смысле, не в смысле незнания языка, а очень много слов, которые непереводимы, каких-то терминов математических, си, би, число пи, там, парабола, гипербола, и очень много таких слов, очень интересных. Самое трудное стихотворение, с которым я столкнулась, это стихотворение «Занимательная математика». Там на 2-3 страницы я выписала термины, которые я еще должна над ними поработать. Надо же, чтобы еще сохранить поэтическую красоту слова, не просто так перевести буквально. И вообще буквально никогда нельзя переводить, потому что перевод должен быть смысловым. И вот я отправила в подарок Михаилу Гуцериеву вот эту книжечку. Я перевела более 150 стихов, из них я выбрала 33 стихотворения и с такой осторожностью отправила эту книгу ему в подарок. Я не ожидала, что она выльется в тираж и вернется в республику таким огромным тиражом, и это станет для него таким значительным событием. Это говорит о том, что человеку автору очень дорого родное слово, родная речь, родной язык. Представьте нашу жизнь без поэзии, без поздравлений к праздникам, без песен, без наших любимых авторов. Это будет скучная жизнь без взрыва эмоций, выраженных простыми буквами на бумаге. Без той небольшой мистики, когда одни и те же слова на бумаге, но написанные в определенном порядке, могут тронуть до слез. Сила слова обладает особой энергией, увлекающей за собой и подчиняющей себе наше воображение. Мне кажется, что писать стихи — это все равно, что уметь летать как птица. Этому нельзя научиться, а вот понимать поэзию может научиться каждый. У каждого из нас в жизни бывают минуты, когда хочется отойти от текущих проблем и погрузиться в другой, неспокойный и волнующий мир поэзии. И открыв томик стихов любимого поэта, мы начинаем чувствовать и мыслить по-другому. Сегодня, дорогие друзья, через поэзию Михаила Сафарбековича мы постараемся проникнуть в ваши сердца и души, зажечь в них нетающую свечу надежды, пробудить неугасаемую веру в добро, справедливость и человечность. Михаил Сафарбекович Гуцериев поражает своим всесторонним развитием, и многие из его талантов заслуживают восхищения. Успешный предприниматель, снискавший лавры на поэтическом поприще, нефтяной магнат, известный своей благотворительностью, доктор наук, имеющий влияние в политических кругах, и это лишь малый список его достижений. Михаил Сафарбекович – яркий представитель высших кругов русского предпринимательства. Его имя связано с крупнейшими российскими промышленными компаниями «Руснефть» и «Русский уголь». Очень многие журналисты называют Михаила Сафарбековича человеком эпохи Возрождения. О жизни и о творчестве Михаила Гуцериева нам расскажет писатель, публицист, литературный критик, заслуженный работник культуры Республики Ингушетия, председатель Союза писателей Республики Хаваш Накостоев. Нам уже приходилось писать, что песни Михаила Сафарбековича написаны в первую очередь для молодежной аудитории, то есть для тех, кто только вступает во взрослую жизнь. Это возраст, в котором опасность и соблазн встать на гибельный путь подстерегает молодого человека на каждом шагу. И произведения Гуцериева направлены на то, чтобы удержать их от непоправимых ошибок. Думаем, что переводы этих стихов на ингушский язык, выполненные Эсет Газдиевой, будут служить той же цели и в той же мере, как и оригиналы. Слово предоставляется министру культуры Республики Ингушетия Залине Исраиловне. Это второе мероприятие в нашей республике, посвященное творчеству Гуцериева. И это радует. И надо сказать, что пока мы этим не занимались, мы и не знали, насколько это популярно в народе, насколько его стихи читаемы, и люди их обсуждают. А перевести их на ингушский язык, вы знаете, я считаю Михаила Сафарбековича где-то гением русской словесности, потому что таких образов, таких метафор, такого богатого словесного запаса, я не знаю, у кого, с кем его еще можно сравнить из современных поэтов. Особенно я вам рекомендую прочитать его стихи из самого нового, это «Октябрь», «Перевертыш», «Августин», «Дом, убитый в 99-м».
Это, возможно, как бы рабочие еще названия этих произведений, потому что я их еще не видела в таком массовом доступе, что-то есть в интернете. Читая это, действительно можно настолько это прочувствовать, и ты понимаешь, что многие вещи должны изучаться хрестоматийно в наших школах, потому что дети тоже должны учиться новому в поэзии, читать другие стихи. Не те, к чему мы привыкли с детства, да, у нас Лермонтов, Пушкин, они очень легко читаются, и каждое слово понятно, и тут все безукоризненно с точки зрения любого филолога. А новый взгляд и новое в стихах – это, конечно, Михаил Сафарбекович. Но я это все хотела сказать к тому, что я хочу выразить огромную благодарность Асте Ахмедовне Газдиевой за этот труд, потому что перевести действительно с русского языка, такого богатого на метафоры и художественные образы, на ингушский, все-таки наш язык, он более суров и сдержан, как и нрав нашего народа, и передать действительно ощущение этих стихов – это большой труд. Я думаю, что это только начало. Это огромная кладезь работы для тех, кто умеет и хочет переводить. Я желаю удачи тем, кто этим будет заниматься. А Министерство культуры, конечно, всегда с удовольствием. Мы в этом году несколько произведений переложили на музыку свою. Мы сделали несколько клипов именно на произведение Михаила Сафарбековича. Я думаю, что это только начало большое. И хочу еще раз ему выразить огромную благодарность за ту поддержку, которую он нам оказывает. На самом деле, я вам скажу, у нас просветлело в культуре, какая-то надежда появилась на то, что мы изменим все-таки к лучшему все, что у нас было, все, что мы созидаем. И наши поэты, и наши писатели, они тоже зажглись какой-то надеждой, потому что он как лидер, как пионер, я думаю, во многих моментах их проведет, чему-то научит, подскажет. И такая возможность у нас, как у современников Гуцериева, надо этим воспользоваться. Я считаю, что мы должны сами себе этому завидовать, потому что ни один поэт не был признан при жизни. Только следующие поколения, они в полной мере могут оценить вот то, что он делает, и осознать. А мы с вами живем с ним в одну эпоху. Поэтому спасибо огромное ему. Спасибо вам всем, кто любит поэзию, кто поддерживает. И отдельное спасибо хочу сказать Асте Ахмедовне. Да, не надо ей скромничать. Я думаю, она заслуживает признания и благодарности. И аплодисментов. Спасибо огромное. Вашему вниманию мы представляем фильм «7 лет и 7 недель» на стихи Михаила Гуцериева «Крокодиловый народ» с участием народного артиста РСФСР, лауреата премии «Золотой орел» и «Золотая маска» Валентина Гафта. Внимание на экран. Жлоб дает советы снобу, как набить свою утробу, как украсть зимой метель. Крокодиловая куртка, крокодиловый портфель. Каждый видит все и сразу, кто, кому и по заказу. Все давно везде протухли. Крокодиловые страсти, крокодиловые туфли. Биржа, форекс, губы ботокс, мясо с кровью, чести кодекс. Ночь цепляет день и ломка. Крокодиловая самка, крокодиловая сумка. Без айпада плачет правда. Все одно и без контраста. Шьют дела и дуют в уши. Крокодиловые прайды, крокодиловые души. Кто не с нами, дураки. Все в долгах и батраки. «Барин я!» — кричит вельможа. Крокодиловая ферма, крокодиловая рожа. Гол сокол, кругом измена. Друг пропал, ушла жена, локтя нет, один плыви. Крокодиловые будни крокодиловой любви. Черный цвет разводит белый,
Лучше темный, лучше серый. Нам домой и все на блюдце. Крокодиловое сердце, крокодиловое тельце. Через раз все иноверцы. Захватили мир туземцы. Город наш, страна не наша. Крокодиловая лажа, крокодиловая кража. На Покровке строят дом. Все кричат: он вор и гном. Научите нас украсть. Крокодиловая масть, крокодиловая пасть. Снял с плеча не свой пиджак. Ничего, он наш вожак. Раз при власти на поклон. Крокодиловый закон, крокодиловый шаблон. День и ночь кругом мольба. Пусть дадут по 2 раба. Деньги зло, нам лучше льготы. Крокодиловые звуки, крокодиловые ноты. Всем стоять и по порядку. Бабка деду дает взятку. Скоро выпьем кислород. Крокодиловая водка, крокодиловый народ. Нет работы, не судьба. Пьет, гуляет голытьба. Все масоны, где-то ложа, крокодиловая хитрость, крокодиловая кожа. Жить по совести – рулетка, метка черная и клетка. Лесть играет с честью в прятки, крокодиловые шутки, крокодиловые святки. Шпунтик пьет, талант не в счет. Винтик плачет, ум в зачет. К нам упал с луны незнайка, крокодиловая душка, крокодиловая зайка. Хочешь 10, хочешь 100, за любовь одно пальто, впятером один массаж, крокодиловый пассаж, крокодиловый пейзаж. Наша жизнь – одни курьезы. Все бесплатно и побольше. Хочу много, текут слезы. Крокодиловые грозы, крокодиловые грезы. Это были стихи, которые оставили такой вот послевкусие, да, след после себя. А это уже одно из главных свойств настоящей поэзии. То есть как мы можем доказать, настоящее стихотворение или не настоящее? Поэзия – это не теорема, тут прямого доказательства мы никак не приводим, но по своим ощущениям, по эмоциям, которые у нас вот здесь вот возникают, вот по этим вот свойствам мы можем сказать, да, вот это вот поэзия. Я, честно говоря, вот под впечатлением услышанного, и даже вот хотелось бы сказать Михаилу Гуцериеву крокодиловая схватка, крокодиловая строчка. То есть действительно это поэт со своей правдой, это поэт со своей истиной. И сегодня полный зал сидит. Меня очень радует, как поэта, что пришел полный зал людей слушать стихи. Дорогие друзья, сейчас мы представляем вашему вниманию клип на стихи Михаила Гуцериева, музыку Леонида Молочника и Алексея Золотарева. Поет Тамара Гверцетели. Усталый поступью по жизни идет и кается судьба. Конец пути, обид на тресни, 2 рюмки водки и хвальба. Моя душа, презрев усталость,
на день останется с тобой. И веря в искреннюю жалость, я ночь оставлю за собой. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Я за тобою вознесусь по небу босиком. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем, губами прикоснусь. Вернусь замерзшим февралем, сыграем Моцарта вдвоем, романсом грустным на гитаре и белым танцем, где мы в паре. Вернусь я ночью полутьмой, метелью снежной кутерьмой, кружиться буду и скучать, и дом любовью охранять. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Я за тобою вознесусь по небу босиком. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем, губами прикоснусь. Обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Я за тобою вознесусь по небу босиком. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем, губами прикоснусь. Обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Я за тобою вознесусь по небу босиком. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем, губами прикоснусь, губами прикоснусь, тебя слегка коснусь. Надо отдать должное. Великолепная работа переводчика, прекрасная работа, издательская, иллюстраторов. Мне очень понравилась книга. И по формату она очень приятная такая. Если говорить о первой переводческой деятельности на ингушский язык «Живаах», то этот автор мне хорошо известен. Известен он потому, что многие годы по линии Сапмар очень много изданий поступало в наши массовые библиотеки. Поступало в библиотеки школьные, поступали и другие библиотеки республики. И достаточно хороший тираж, которым мы располагаем сегодня, именно изданиями переводчика. Но на данном этапе я восхищаюсь работой вообще самого автора, переводчик, с которым работал. Во-первых, меня удивляет многогранность таланта данного автора, удивляет то, что такие люди, в общем-то, у любого народа среди миллиона один, если рождается, и народ счастлив от этого бывает. А я вдвойне счастлив, потому что я знаю, что
высочайшего таланта, высочайшего уровня, не только песенник, не только поэт, но и великолепный экономист, политик, и просто умный человек, и просто ингуш, которым я горжусь. Никому не дано сказать о поэте больше, нежели делает это он сам в своих стихах. А теперь, дорогие друзья, мы приглашаем на эту сцену студентов Ингушского государственного университета. Авушеву Хади, Мальсагову Амину, Авушеву Розу, Муталиеву Заиду, Бирсанову Залину. Девушки прочитают нам стихи из сборника Михаила Гуцериева «Шивахар». Аккомпанирует Марина Икажева. غباخش سخ واخر نوقا ويقلا جه دوخش ده تندينا حميان خدني دتش ويسنوش ليلة دد حسو مبيخلا دوقولش قخيتم سونا قيك بيش سخو وهوت دقبولش تدينا هوتسيش سواخك و حياخش بيسش حمير زغانش لرديش سيبايخ بيزم Höne Butzisch, Hötz Uiding Marshall Kekadish, Hötz Hogwe, Melche Sirdel Hinne, Habeste Sutsa Agage, Habagi Hita de Mushhinne, Sahötze Musse Zawachagwe, Deiche Chidina, Sheila Muchinne, Dog Hastish Sahach Harchigwe, Guirine, Mila Dolachinne, Hakwanish Krone Korvigwe. Mahija, Sona Bar Mahija. Чоу мое доксалоздиш. Хуезет зона, езет қета, мақейка, ват сахазиш. Мақейка сога дегах камаехта, мадеха, сохуцман ватс. Хиез яхаш, дехар мади сога, бех мабаха, кядвана саханс. Согянова гу вода, дохках вянна вода гва. Авалчи, кевалчи, тахта қета гва. Вода мохтиги азыр қыллық вәнні. Хайоучи вода еху пачык вә, безама бардышкысы хажык вә. Хажыч қетік вә, сейдейні мел вә. Хабезам бацыш, мега гвазлігі. Махежі, сона бар махежі, чоу мое доксалоздиш. Хайезет сона, езет қета, мақайка ватсы хақызыш. Мақайка сога дегах кама ехті, мадеха. Сохуцман ватс, хиезы яхуш, дехар мадисуга, бех мабаха, кядванам суханц. Щедр дадуалыш, шихайолышды, курыл сахегамыш, русқа қинош. Ажыл вайхам бацыш, вайга качыги, вахара дүниенсірі, хадым ұхты беш. Ваш милдиячын, махвады бечі қача, Лахты дывай мутыхы, арғылуатсыш. Вашы ғыртыш, ағыш әрдеш әча. Харцлуйа, цылуйа, балы байды буатсыш. Қыл ниса етшін, цигі дата қуачы буатс. Хук бұқылы қой, цоғырч, баргыш долыш. Цигі қаш идеш, юллахы хуцы гәц. Хары недерді, мағы бәққа ұлыш. Қахетім бұтігі, сәтесі мұхасы, шивағыры ноғы, несі бәқачын. Цәхуғвық, цәхқа, ирскары десса, везічдалы, йол яйлицун. Делала деда ары дуғаждың, алым делхыш дегі көрдедет. Дегіт язду асын кяғыт өк, ғайғыне сігілесун тешіллат. Ылыбыш кяғытык балы бұд, безіма дыза доксат улыждилғы. Вейна яқиятға бақтылмар яқ. Сыйлаш қайқы, дехірді жлюк. Бұд баши серділ юрты мекеш. Цана ана бойы ехыш. Бәсті еші пандырцы әлеждегідіш. Хабар еш сәбезім адырғадыш. Дуадзырғын асай бүділейхар. Аз сей кяхат дегіт сыязды. Дабянны безім
بيت بيتي أبوتر سيد ياخد دوت تتدر دي خردو متلشي أنت إربابة سوق مهيجة خارتون بقون توم بقدر أوصل تشيني نت تقزع واشكوت خارتون بقدر تيتش يستر بوسر شي توتردش يقدر الوقت الموت خارتون قالدش دوت تشنك اقود شي فول حليش دوت زخوجي كوزة بقدر كساش دوت سديت دوت أصل شندو أشتا كمارش يوزا خارتون مسز آل كرديده يحياكي بقدر إيرش داقش ميرزا آل دوت تنخوده بقتشن بوردشتا تيت أدم تباقش خارتونو شي بعد تقمش ديتش سيح ترجش أبش حلقتيت بقون خيل شي حقش ختا شي قداق ورتلخ اي خت خارتون هو بقدوش تداق خوتن شي بقدش بلو اولخ ميرزا چندش تديق ميرسون باق ميرزا زورماليقش لركي اخ دميل ديانا چنتيشل واخر اوت خارتون دحش ديك اللي خنا قينا كانزا بقدر خدكوت قيد دسا ديزا يوزف سنة Книга мне знакомая, у меня был подарочный экземпляр, я его прочитал, вроде бы от и до, все изучил, можно так сказать. Впечатление от этой книжки очень хорошее впечатление. Я заметил, что автор постаралась передать структуру оригинальных стихов. Кроме этого, она постаралась сохранить все опорные элементы, все опорные образы. Всем известно, что вообще-то перевод очень трудно сделать. Там самое главное, кто-то при переводе обращает внимание на буквальность перевода. Другой несколько уходит, пытается передать чувство. Но самое важное в переводе – это сохранить баланс между этими двумя крайностями, между вот тем соответствием тексту и между вот этим вызываемым чувством. Вот этот баланс. Мне кажется, Газдиева сумела это сделать. Кроме того, книге 33 стихотворения, и в конце дан список этих стихотворений и сразу соответствующие стихи на русском языке, что очень облегчает сравнить оригинал с этим. Найти оригинал легче тогда, когда ты знаешь название на русском языке. В жизни каждого человека, к сожалению, бывают трагические моменты. И сейчас мы на экране увидим фотографии дома, где жил Гуцериев со своими родителями. Это все, что осталось от дома после попадения в него авиационной бомбы. В израненной душе поэта родились пронзительные строки. Мы представляем вашему вниманию еще одно замечательное, очень личное произведение поэта. Песню «Дом убит» в 99-м, с автором и исполнителем которой выступил композитор Сергей Ревтов. Алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздьями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыль. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил.
Из живущих осталась черешня, а других не осталось совсем. Я судьбой наизнанку повешен между прошлым и небытием. Столб кривой из столетнего лета, рвется ввысь телефонная трель. Голос детский забытого века зазвучал, вырываясь из стен. Я иду по чужим адресатам, безымянная жертва времен. У войны поднебесье крылато, дом невинный жестоко казнен. Тлеет пень от палящего солнца, защищаясь ползучей смолой. От жары воздух рыхлый трясется, дом бездомный сравнялся с землей. Вкус обиды прокуренный болью с покореженных серых оград. Смотрит чиж, упиваясь любовью, прилетевший с червоных Карпат. Память прошлая намертво режет, разум наглухо гневом разбит. Возвожу благолепие в степень я исчадие прощенных обид. Взгляд войны беспощадно крылатый, дом невинный жестоко казнен. Я иду по чужим адресатам, безымянная жертва времен. У войны поднебесье крылато, дом невинный жестоко казнен. Дом невинный, родительский дом, дом невинный. قلت لي ميكا اللي أخيت يعير صدقي سنة دق خيل حبيتش دق غزدولو اشتاكي إلا لوت قلت لي إلياش خلط حديكش دعمو بوبا حبا يزي قوش ميكايل ناخا يصحى دق كماش بوبا ديندون دول قناخ هم بركت تيوز ديل خلط دوشو دوغ هم إرس تيوز هجو بماجو ماخ قارق ما عندولو جا حبيتش أيازدا إلياش دارك دنيا ديك غير جايز ناخا إرس تيوز دق قماش حق إلياش ليك خذ لي خرج خينا تصحد ياشت جونا هلامش سجل ياش قست هنزلين لاتش قصة بيشت وخذ لي نج برجش دوج هست أوز لافت حدا بيخا غلاش دتو هست بخدو حورخي حبا إيزي وصدق يزش هذا خيط دعاء سيئلي. Дорогие друзья, уважаемые гости, представляем вашему вниманию фильм из цикла «17 лет и 7 недель. На обочине жизни» по произведениям Михаила Сафарбековича Гуцериева, читает актриса театра и кино Ольга Левитина. На обочине ржавых, покоцанных дней обретают глаза реальность. Память справную чувства возносят тучней, обвиняя немощно крайность.
На окраине в сонмище руки взахлеб и терзают связки кадык. Кричит матом, дерется кривой диалог, и слова отравляют язык. Не прощают обиды, ошибки других, осуждают иные с пристрастием, оскорбляют чужих, не своих, затаив месть коварную, мерят несчастье. На обочине в ухо слова наизволь, у собратьев надежда на жалость. Говоря о другом, говорят никакой. И невзгоды ругают за жадность. На обочине жизни поют нараспев, на забоке здравят убогих, у концовки в конце ядовитый абсцесс и проклятием подводят итоги. Перекрестки в дороге похожи на крест. На обочине место для многих, через день на погосте скупой барельеф. Люди думают, время для прочих. Обижается память и тоже протест. Слабость любит ругаться ничком. За грудиной ершится трусливый процесс, а затем про себя матерком. На обочине славят народный фольклор, духовник на обедне потом. Зависть любит ударить наотмашь в упор, по губам, по глазам наждаком. О других, о своих говорят, о любом, возвеличив удачу легендой. Восхваляют о том, и неважно о ком, на вопросы ответы с наценкой. На обочине дождь превращается в грязь и не видит дальше подбрюшья. По линейке, шеренгой в шеренгу плодясь, задыхается совесть в удушье. Перемат на крещендо, вульгарный рефрен, хамовитые фразы небрежны, честь на подлость меняют за разный промен. Прежде были, сегодня не прежде. На обочине слабость успех бронит, утомленное бремя лоснится, отстающие копят охапку обид и боятся на шаг оступиться. На забоке ближе вассалу лакей. Все похожи, но любят разниться. Пафос знает откуда, чьих будет кровей, добавляя в судьбу небылицы. Разбавляя негожее схожим дерьмом, неземное становится явью. С двух сторон на обочине белым бельмом бедность дни озаряет печалью. На могилах реальные цифры про быль. Люди любят повыше надгробья. Однотравием пахнет колючий ковыль. За спиной на погосте злословие. На обочине время окольных затей. Умиляется память в восторге. Одинокий вердикт, засохший репей, слезы рваные катятся в скорби. На обочине серая масса галдит, послухастей молчит в испуге. Закричать разум правды толпа норовит.
близко любят неумного друга. Воля страх побеждает, вожак позади. У надежды успехи горласти. Обернулась толпа, задний встал впереди. У мятежных рефлексы в контрасте. На обочине мысли бегут с языка, под иконой молитвы потолще. О душе говорят напролет, до зевка. О грехах вспоминают попозже. На обочине любят стандарты любви. И счастливый отложен на завтра. Полюбилась за ночь, хоть на сутки возьми. Ставят галку в распутном кадастре. На забоке мораль от любви далека. Похоть любит бандажный картель. Через день расширяет любовь адреса и кочует с постели в постель. Ухмыляются мысли пустых городов. На обочине ночью торги, за копейки на вес продается любовь. Легче плотью поправить долги. На обочине взгляд любви косоглаз. Ухищряется сущность в сарказме. Неудачники пишут длиннющий рассказ, эпилог, что ни в коем разе. На пологой обочине праздная жизнь. На отшибе смердит канава. У цинизма в гостях живет сатанизм, и слова ехидно вертлявы. На забоке отнюдь не всегда жизни пать. Иногда умудряется смелый через волю, ломая клыки, показать, применяя прием оголтелый. На окраине любят надежду жалеть, воздавая при этом кощунству. На границе поверий щекотно лелеять унесенные прошлым безумства. Нет за кромкой замков, нет за кромкой дверей. И зайти в мир иной виртуальность. Легче в складчину строить сортир из идей, восхваляя свою гениальность. Мовсер Аксагов. Песня на стихи Гуцериева «Вишневая любовь». Смотрят счастливые глаза, из-под ног убегает земля. Чувства сквозь время голосят, целовали любовь вороша. И ночь с луной наедине укрывали любовь, чуть дыша. И моя вишневая любовь всю весну насквозь прошла. Я люблю, когда есть ты рядом, я без тебя я не могу прожить и дня. Не люблю, когда есть ты, нет меня. Где цвела вишневая весна моя. Не люблю, когда есть ты, нет меня. Где живет вишневая любовь? Плакали чувства от любви, мы
Вишневая любовь, вишневая любовь. Творчеством Михаила Гуцериева я не интересовалась раньше никогда. Вскользь я знала, что есть стихотворение, что есть какое-то творчество, но близко я познакомилась именно благодаря автору-переводчику Эсе Газиевой, потому что поначалу я и с ней не была знакома, как-то она на меня вышла, и у нас началась работа совместная. Первые иллюстрации ее очень впечатлили, ей понравилось, как именно мой стиль, как я работаю. И таким образом мы постепенно начали работу, и сначала, конечно, она мне давала подсказки, давала, как именно она хочет видеть ту или иную иллюстрацию к стихотворению. Потом я уже и сама начала видеть ее глазами, эти стихотворения, начала понимать и ее, и переводы мне очень понравились. Всего мы сделали 56 рисунков, чуть больше месяца у меня на это ушло, но это были самые лучшие дни, потому что это был очень интересный опыт лично для меня, и я очень благодарна ей за оказанную возможность. سيدو قونخ إشتشان حمسر ميخ كل أرخا قمن أولخ اللي دعوال غلا قمن خلق ارتسكس نلنيغان لماس Ждохисана, сигаре, обыж бомалхсана, цанабы сыкаман олы, эзірі шераш цундолы, цанабы сыкаман олы, эзірі шераш цундолы, яды цинкуны хатоны, Мастых чолдаш, хулық эстел эхси, хылғиды күр әрзи, яды цинкуны хатоныш, додендас мастых чолдаш, хулық эстел эхси, хылғиды күр әрзи. Xabalı bısır, sıhamsır sığım qılğay, uruğuday oldu gıbıy, sıhamsır sığım qılğay, uruğuday oldu gıbıy, vagenti vameh kari, haldah qıbıy qamansi, Sun, bari mı dolu?
таким большим удовольствием приехал сегодня на эту презентацию. И считаю, что в культурной жизни Ингушетии произошло очень большое событие. Издание этой книги на родном языке. Вообще все, что делает Михаил Сафарбекович, он делает отлично. Успехи во всех делах, которые он начинает, то и это же продолжается и в его литературном творчестве. С удовольствием читаю эту книгу, поздравляю его с выходом книги. Надеюсь, что это первая ласточка. На родном языке у него будет еще много книг, стихов. Да, эхту бахупсон. Вот эхлен долго хамлил бежохам. Стихотворение Михаила Гуцериева «Безумие» читает актер театра и кино Денис Назаренко. Календарь скукожился, устал. Дни укрылись за историю столетий. Я пропал, в безумие упал. Между строк не вижу междометий. Говорю с надрывом, на износ, и ищу слова на цепь событий. Мысли скачут, бегают в разброс. Речь становится сановней и маститей. Я ищу суть истины соитий. Не пойму, зачем и почему. Связь любви изнеженных наитий тихо шепчет в ухо посему. На окне гардины шевелятся. Я сижу на корточках в углу. В потолок наверх глаза косятся. Я страдаю, рассуждая вслух. За ресницами пугаются зеницы, стрелки подгоняют время к двум. Циферблат задумчиво дымится, и глаза слоятся наобум. Я лишенец, горе-ученик, на спине копаются мурашки. Научило время, соль постиг, на лице надрез и 2 подтяжки. Дверь шатается, грызутся голоса, и в проеме емкая фигура. На ковре рисунок палача. Улыбаюсь тихо балагуря, собираю мысли бормоча. Капли падают из крана, наливая 200 первача. На душе кровится рана. Утопает ночь в стакане, через раз по 3 затяжки. Нахожусь в самообмане, наливаю грог для кошки. Дней уставших вереница ищет память в беготне. Ночь, корявая блудница, прячется от ужаса во сне. На оконной раме лица, на стекле сплошной коллаж. Голова змеи в глазницах, в середине жуткий глаз. С перепуга капает штанина, наливаю 200, пью с колес. Одиночество глаза морщиня засияло в золоте волос. За столом сидит сомнение, кто-то рвется из утробы, и душа, забыв стеснение, говорит: не бойся, пробуй. Мой соперник, моя тень, бьет меня, в руке стилет. Я держу в руках кистень, размахнулся, рикошет. Бьемся насмерть, не до смеха. Мои силы покороче. Тень кричит, заходит слева. Примеряюсь, бью, что мочи. Отбиваюсь, бой в присядку. Тень бежит за мной по кругу. Душа метится в сапатку и визжит: добьем ворюгу! Одиночество подруга бьет кувалдой по ноге. Пропадаю, я испуган, кровь струится по губе. Тень стилетом режет руку, и душа берет топор. Одиночество, подлюка, мне плюет в глаза, в упор. Кровь фонтаном, ругань в доме. Я стараюсь тень убить. Вижу чей-то взгляд в проеме. Все равно вам не добить. Долго дрались. Тень устала.
без зубов и зло сопит. Одиночество пропало, и душа моя хрипит. Наливаю всем по 200, память горькая сиделец, я прошу, не надо мести. И в проеме появляется пришелец. И душа, бесстыжая мещанка, зашипела, вот он, супостат. Говорит, была ему служанка, вместо слов проклятие, перемат. Говорит, я стала оборванкой, день и ночь блудила напрокат. Негодяй, паскудная поганка, он порвал мне платье, виден зад. Моя суть от злости матерится. Гость смеется, перестань орать. Тень моя по-доброму кривится. Надоело драться и страдать. Достаю аптечку и бинты, делаю укол и ставлю чайник. Одиночество с душою мне близки. За столом втроем, напротив странник. Начинаем разговор. Мне тяжко. Кто не первый, первый начинает. Одиночество с душой бедняжки вытирают слезы, обнимают. Вы едины вместе, но не вместе. Расскажите, что у вас случилось? На каком, скажите, перехлёсте ваша дружба развалилась? На пороге счастье загостилось. Не пустили, и назад не вышло. Не родили, значит, не родилась. Дергали судьбу, задышло. Меланхолия добавила разруху, и депрессия сковала чувства. Сумасшествие залезло в ухо и настигло счастье безрассудства. Время пишет, время без грехов. Обманулся и нашел измену. Не хотел быть грешным без рубцов. Я грешил, молился феномену. Разорвал на сердце 2 аорты и поставил гордость на колени. Мне по нраву твердость и экспромты. Я отрезал пальцы без гангрены. Мне милее зависть, чем восторг, и улыбка, скрытая назло. Мне ханжа поближе, а не лорд. Я мечтал, но мне не повезло. Я пойду в дурдом с Наполеоном и увижу строй его солдат. Мы устроим там любовь с наклоном и подскажем, где дорога в ад. Мы поскачем на врачах галопом. Ты увидишь лошадей с изъяном, а скопим лекарствами, не скопом. Там считают время виртуальным. На коленях у кривых зеркал я одно увидел наизнанку. Черт на скрипке вальс играл. Бесы танцевали с позаранку. Разрывая жилы, вены рву. Скручиваю губы узелком. Сам себе застенчиво шепчу: лучше негодяй с кошельком. Я хочу любить одно, свое. А еще люблю слова, где месть. Я люблю зело и просто зло. Я люблю места, где любят лесть. Я хожу за дьяволом с опаской, а пахалом отгоняю мух. Он умен, и он со мной ласков. Люди распускают гадкий слух. Он частями покупает душу, платит хорошо, готов вперед. Иногда он летом любит стужу. Он не лицемерит и не врет. Я ногами землю прижимаю и давлю крестом ладони. Обнимаю тень, себя ломаю и с луной сижу на небосклоне. Я купался и ходил по морю, просыпался и бежал опять, был на Каракумах и Босфоре. Научился чувства опреснять. Снился белой ночью черный конь и седло с каймой из красной кожи.
Дождь просил у облаков дисконт, и земля твердила: будь построже. За венком слова, на сердце память, сохнут слезы и скорбит любовь. Эпитафия затем, сначала камень, голая душа без каблуков. Комплексы порочные из детства, честь порой смешная самоцель. Жизнь конючит на погосте место, саван белый, вечности постель. Я исчадие уставшего порока, все равно себя разрушу. Хочу с кошкой выпить грога, я покой ваш не нарушу. Вы когда-нибудь задумывались, от чего человек начинает писать стихи? Откуда берется удивительный дар заставлять звучать слова по-иному, по-новому, от которых у других людей захватывает дыхание и сильнее бьется сердце? Как всего в 2 строчках заставить человека ощутить целый мир? Мне кажется, об этом нам лучше всех расскажет автор огромного количества стихотворных сборников, книг для детей и взрослых, заслуженный работник культуры Республики Ингушетия, член Союза писателей России, 4-жды лауреат премии «Золотое перо» в номинациях «Поэзия» и «Проза». Она же является и переводчиком сборника стихов Михаила Гуцериева «Щевахар». Стихи Михаила Гуцериева, я думаю, что я не ошибусь, если я скажу, что не оставят равнодушным ни одного человека своей глубиной, своей образностью, своей метафорой. Они имеют какой-то особый свой почерк, неповторимый и узнаваемый. У автора очень богатый лексикон, и ему легко удается передать глубину своей творческой мысли. Из 20 книг, которые у меня вышли, 18 книг вышли при поддержке Михаила Сафарбековича и его фонда «Сафмар». И более 400 тысяч книг на сегодняшний день находятся в школьных библиотеках нашей республики и других учебных заведениях. Книги эти не продаются, это не финансовый проект, это благотворительный проект, над которым трудились я и ряд его людей, которых он мне дал, чтобы мы вместе поработали. Просто спасибо сказать, это ничего не сказать. Я хотела бы, чтобы мое спасибо ему пришло сверху. Думаю, что мне не надо за него говорить, его имя за себя говорить. Единственное, одно слово я хотела бы о нем сказать. Это такое великое слово, великодушие, которым я восхищаюсь, и которое не каждому дано. Это очень редкое явление, великодушие. Как говорил мой отец, при любых обстоятельствах надо оставаться человеком. Продолжим и сейчас. Я предлагаю вашему вниманию, друзья, посмотреть видеоклип на песню «Нана» на стихи Гуцериева. Исполняет солист Государственной филармонии Рахман Беков. И стихи на песню перевела наша Ася Газдиева, а музыку написал Рахман. Нахкусуны каст-каст, берзін кугыш бетті ждаха бірыл, нені келгіш, цін хамсыр бәргіш, елы-елыр барға доқы жысы, сықыр ми беридегі илаш, куэй кубеніш хоздέλлята, бандырцы деға қәліліш, тәгі сіглі сетқыш қәлалята, юхы цәмні долыш, юхы цәмні, Цаны долышсың видергіш Ғана хгысуны касты-касты Нені келгіш бучи-бучи сихістіш Нанаға ходы сомыр бұғалик Акилгі жедайым ғанышқы сахет Ничего, Форт Вьетки, Дина Мелоде
хеттаген байхыч безамовый эст. صباخر أت خونش يحيين مخك غياق قل استمعي لا يشيوت ريحونا ملينا لا تيات حمرق تاق دي تزمدات عديا حقلي حيخمر замуж что тузыха камерша фянгаш мерздар бейц ағылата белихаш мыаттыдац дега мыаттыдац хану сехшеттерген док нанаха ады савар бумали хакига ждаем ханышка сахе Ничего графордитки дина велоде Дегах мазах яттанян байхыч безамовый эст. Я думаю, что колоссальный труд, который посвятила этому делу Эсета Ахмедовна, он все-таки останется в памяти у нас, у всех. Мы все прочитаем эту книгу от корки до корки. Министерство культуры со своей стороны поспособствовало тому, что книга была передана во все библиотеки, школы нашей республики, а также всем желающим. В принципе, она никому не отказывала, мы просто технически помогли это осуществить. И сегодня, конечно, провести здесь у нас на базе Центра культурного развития в городе Магаз презентацию. Ну, презентация будет включать в себя, конечно, интересные какие-то материалы. У нас сегодня здесь участвуют солисты филармонии, также сам Центр культурного развития как организатор выступает. Я думаю, что мероприятие останется в памяти читателей и тех, кто любит поэзию, и тех, кто просто читает, и вообще любого гражданина нашей республики. Для вас поет солистка Государственной филармонии Лолита Хашигульгова. Мы боимся любить, не краснеть, задыхаясь. Легче рядом не быть, за глаза усмехаясь. Мы боимся любить, ревность ложная мука. Дни прошли, не вернуть, нежность, страсть и не скука. Мы боимся
забыть память ленью накрыв. Трудно боль пережить, слаще радость веселья, лучше все позабыть. Но почему же мы боимся любить, не краснеть, задыхаясь? Легче рядом не быть, за глаза усмехаясь. Мы боимся любить, ревность ложная мука. Дни прошли, не вернуть, нежность, страсть и не скука. Мы боимся любить, ищем путь по прямой, душу кровью облить, доступ кода слепой, звук любви одолжить, чтоб с ума не сойти, лучше все позабыть. Но почему же мы боимся любить, не краснеть, задыхаясь? Легче рядом не быть, за глаза усмехаясь. Мы боимся любить, ревность ложная мука. Дни прошли, не вернуть, нежность, страсть и не скука. Мы боимся любить, не краснеть, задыхаясь. Легче рядом не быть, за глаза усмехаясь. Мы боимся любить, ревность ложная мука. Дни прошли, не вернуть, нежность, страсть и не скука. Мы боимся любить, не краснеть, задыхаясь. Легче рядом не быть, за глаза усмехаясь. Мы боимся любить, ревность ложная мука. Дни прошли, не вернуть, нежность, страсть и не скука. Конечно, впечатления действительно приятные. Они на чем основываются? На том, что вообще, и сам автор оригинально выступил, когда начал писать стихи Михаил Гуцериев. И перевод его стихов на ингушский язык, конечно, это тоже явление. И учитывая то, что в последнее время я сам убедился, что насколько самого Михаила Гуцериева интерес к языку, культуре, не просто так, как наблюдатель, но и желающий помочь в этом деле. И поэтому я читал в оригинале, то есть на русском языке, написанные стихи его, и двухтомник, и последний еще один сборник вышел недавно у него. Поэтому они адекватные переводы, хорошие переводы. И думаю, что это поработала очень хорошо и Асет Газдиева над переводами. И они впечатляют, и иногда кажется, что человек писал именно на ингушском языке. Это главное качество для любого перевода, когда читающий в переводе вещи думает, что автор писал на языке, на том, на котором он читает в этот момент. С этой точки зрения, конечно, книга удалась. Я думаю, что она еще будет продолжаться работать в этом направлении. На сцене Мариана Олегова. Ты больше не звони, мне сердце не тревожь, и в трубку мне не говори обид, которых нет, от них бросает в дрожь. Пусть это не любовь, пусть это счастье след. Я не хочу холодных слов, свой камень не кидай мне горячего след. Ты не целуй мои воспоминания, не обещай
щемящее мерцание. Ты не терзай, не береги души. Вахр, скажем так, коротко, если охарактеризовать, жизнь его, та жизнь, которая является, это целая эпоха, это эпоха свершений, эпоха побед, эпоха творческих побед. Вот, наконец, вот я могу сказать, и мы можем сказать смело, творческие победы, победы в бизнесе и во всех отношениях. Мы знаем сегодня, что наша республика, например, какие он осуществляет планы, это восстановление или реконструкция кладбищ, памятников в горах и так далее. Всего то, что дает нам возможность сохранить память о наших предках, о нашей памяти, культуре и так далее. Это говорит о том, что не только творческие успехи, не только творческая мысль и веление его души дает ему возможность и на это обратить внимание, и успехи налицо. Уважаемые друзья, предлагаем вашему вниманию композицию из музыкальных клипов звезд российской эстрады по произведениям Михаила Гуцериева. Ответь, я жду звонка, ответь, я жду. Ты не молчи, скажи, скучаю. Сердцу больно, позови. Я без дождей промок, и в сердце дрожь. Я ночью в памяти копаюсь. То, что было, не сотрешь, не сотрешь. Разделяю стихи на цитаты, где слова за горло берут, и часы бессмысленный круг. Свое сердце отдам я в подарок. Я готов в любви утонуть, дай немного счастья вдохнуть. Ты одета в мои объятия, я заставлю о прошлом забыть. Через день я живу на распятии, а ты, что же ты? На белой карете, на белой карете связали судьбу два кольца. Связали столетия любви, долголетия, любви бесконечная, да. На белой карете связали любовь два кольца. Радугой слов, двух голосов мир улыбнется, счастье даря. Сердце сжигаем, части вместе утопаем, растворяемся и таем, я покорно сдаюсь. Значит, есть интрига, глаза синие, индиго, значит, нас любовь настигла, я взаимности жду. Крушит и ломает, чувство жадно раздувает, ночь заводит и пылает, под индиговый блюз. Ты моя интрига, платье синее, индиго, я в тебе нуждаюсь дико. Были рядом, но не вместе, наполовину, не сполна разбитое, не бьется сердце.
поймал улыбку, обреченно в одно касание. Сердце кровь толкает к вискам, правда жизни страшнее в итоге. Обращайся к ушедшим годам, где память ищет дороги. Обращаюсь к ушедшим годам, там память ищет дороги. Я скучаю по нам, по прежним, где каждый мечтает о своем, по ночам бесконечно нежным, когда все обо всем ни о чем. Как дышали мы воздухом грешным, а язык говорил об одном. Мое платье, твоих рук родные объятия, мои чувства давно живут на распятье. В торопях на губах согреваются страстью. Мое счастье, твоих рук живые объятия. Мне сердце не тревожь, и в трубку мне не говори обид, которых нет, от них бросает в дрожь. Пусть это не любовь, пусть это счастье след. Я не хочу холодных слов, свой камень не кидай. Новогоднюю ночь загадай на любовь, ночь счастливых надежд, волшебных снов. Станет старше на год земля, мир одна семья. Ночь счастливых надежд, загадай на любовь, в новогоднюю ночь дары волхвов принесет Дед Мороз любовь, в каждый дом любовь.
Подошел к концу наш вечер, друзья. Мы затронули только самую малую часть литературных произведений Гуцериева. Многое осталось недосказанным, многие стихи остались непрочитанными. Хамсер мех коет кадес хаши ох диктор баркал оушан таган шоус хадах кара ирези беркети гоз дахра холчин баркал ладора. Адик хел.